один из немногих праздников, которых мы все вместе, наверное, любим, уважаем и, конечно же, поздравляем в этот день и своих научных руководителей, и всех людей от науки. Поэтому давайте друг друга познаем с Днем российской науки. Всех преподавателей, сотрудников, научных работников Брестского государственного университета. Ну, несколько слов, наверное, таких информативных. Конечно, Брестский государственный университет всегда был одним из лидеров научно-образовательного потенциала Республики Бурятия. Мы с вами активно сотрудничаем со всеми вузами республики, со всеми научными учреждениями Сибирского отделения Российской академии наук. И надо отметить, что прошлый год, 2022, все-таки мы по итогам всего года, наверное, подводим некие итоги своей научной деятельности, то надо отметить, что прошлый год был богат и на защите кандидатских и докторских диссертаций. И надо отметить, что осень прошлого года стала для нас таким еще, наверное, открытием, ну, понятно, по каким-то особым случаям, но особым событием, но при этом все-таки огромное количество аспирантов у нас пришло в прошлом году и на очное, и на заочное обучение. Фактически мы с вами ведем направление подготовки по самым разным, и работают у нас 5 диссертационных советов. В прошлом году учеными университета велись исследования в рамках Российского научного фонда по 5 крупным проектам. Это доктор источных регионов Владимир Александрович, давайте поаплодируем для всех, кто Владимира Васильева, Намагоева Виктория Владимировна, Николай Сергеевич Байкал. 5 достижения по Российскому научному фонду. В этом году у нас 2 гранта, это Михайлов Алексей Вячеславович и Шаракаев Иван Константинович. Один проект Ольги Анатольевны Малыгиной по государственной поддержке. Кроме того, выиграно 3 так называемых гранта для малых отдельных научных групп. Значит, Вячеслав Шкафин, Хакинов, Кажанов и Бадмаев. Защита диссертации, здесь надо все-таки отметить, что по количеству защиты и докторских, и кандидатских диссертаций мы опережаем все другие вузы наших коллег вместе взятых. Нужно его, конечно, не снижать. Я думаю, не буду называть их фамилии и имена, потому что мы сейчас их всех будем награждать и поздравлять непосредственно. Конечно, наша задача – это сохранять тот научный потенциал, те научные наработки по диссоветам, которые есть у нас сегодня, и работать над открытием новых диссертационных советов, поскольку, все мы понимаем, период был такой, когда диссертационные советы закрывались, интерес молодежи к науке угасал. Сегодня, поскольку мы с вами работаем в рамках десятилетия науки и образования, да, вот наставничество еще этот год у нас, год наставничества педагога, то, конечно, сегодня принимаются такие вот беспрецедентные меры. Ну, наверное, одна из таких хороших новостей для наших молодых ученых, для тех, кто только вступает на научную стезю, это то, что перечень выдачи жилищных сертификатов для молодых ученых с этого года будет расширен. Правительство Российской Федерации, вчера вы, наверное, слышали интервью премьер-министра Мишустина, который объявил, что теперь эти жилищные сертификаты будут распространяться не только для научных сотрудников, научных организаций, но и для всех вузов. То есть, ребята, те, кто у нас защитились и имеют ученую степень кандидата наук до 35 лет, и ученые с докторской степенью до 40 лет теперь могут претендовать на жилищные сертификаты, что, я думаю, тоже очень хорошо. Программа сегодня очень активно обсуждается вообще по строительству для молодых ученых жилья. Вообще, на самом деле, вот сегодня очень много делать для того, чтобы как можно больше молодежи шли в науку и образование. Для этого, конечно, нужно решить очень много еще вопросов, и решение по заработной плате, и тем потом уже жилью, ну и так далее. Но это все-таки вселяет нас уверенность, что наука российская будет развиваться активно. У нас задачи с вами большие, планы большие. Ну, кто слышал, кто не слышал, все равно на новостном блоке вы все узнаете. У нас в ближайшее время приезжает министр образования Валерий Николаевич Фальков. И один из главных его вопросов – это строительство кампуса для вузов Республики Бурятия. Понятно, что мы там ставим для себя задачу, одну из
строительство медицинского корпуса на 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, там будут еще и учебные лаборатории. Ну, вторая очередь пока стоит по строительству технопарка, но надеюсь, что все-таки это в первую очередь у нас общежитие и учебные корпуса, вторая очередь у нас это технопарк, конгресс-центр, физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому надежда, что мы, рассматривая с участием Фалькова все вопросы, связанные с строительством кампуса, конечно, будем отстаивать точку зрения на вторую очередь, даже на третью. Поэтому задач очень много перед университетом. Но еще одно, уже объявлен конкурс на участие вузов Дальнего Востока в приоритет 2030. Вы знаете, что приоритет 2030 это достаточно амбициозные проекты, в которых участвуют ведущие в основном вузы. Для дальневосточных вузов такой отдельный трек, в котором дается возможность вузам проявить себя, обозначить научную цель, научный проект, который будет реализовываться в рамках приоритета 2030. Это даст еще один толчок для развития и инфраструктуры, и привлечения кадров, ну и в целом увеличения и развития всей вузовской инфраструктуры. Поэтому, коллеги, я с удовольствием хотел еще раз всех поздравить с Днем российской науки и еще раз пожелать всем творческих вдохновений, чтобы темпы по защитным диссертациям у нас не снижались, диссертационные советы работали, научные школы развивались, ну и самое важное, конечно, чтобы как можно больше молодых ученых привлекались в стены нашего университета. Давайте еще раз поздравим всех. Так, ну и пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хочу присоединиться к поздравлению Молдара Валерьевича. Недаром мы находимся в юбилейные годы, да, вот череда юбилейных лет идет сейчас вот, год за годом. Мы вступили после 21 года, год 22 года в десятилетие науки и технологий Российской Федерации. Мы находимся накануне празднования в 2024 году 300-летия Российской Академии Наук. Поэтому, конечно же, нам совершенно некогда останавливаться. Как сказал Карл Маркс в свое время, замечательные слова: в науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась тревог, усталости, будет идти по этим, значит, трудным дорогам. Поэтому эти трудные дороги под ознаменованием всех тех программ, которые объявляет нам правительство, значит, дает поддержку, мы должны, конечно же, двигаться только вперед и только, значит, вместе. Замечательные сегодня слова сказал, мы приехали, значит, с мероприятия республиканского масштаба. Это мероприятие в Бурятском научном центре, в наших институтах академических по поводу празднования Дня российской науки. Сказал академик Борис Иванович Базаров, что у нашей сегодня, значит, власти есть две, значит, важные составляющие: это армия и флот, и наука. То есть только эти две отрасли сегодня дают и представляют плечо нашему государству, нашим властям для, значит, движения вперед. И в свете всех этих мероприятий, которые посвящены празднованию российской науки, мы сегодня хотели бы, конечно же, услышать, чем мы, как говорится, значит, можем гордиться, чего мы достигли, чего мы добились, и поэтому переходим к научной составляющей нашего мероприятия. То есть отпраздновать День российской науки мы можем только наукой. Поэтому предлагаю перейти к научной нашей составляющей. Слово предоставляется Байкалову Николаю Сергеевичу, декану исторического факультета, доктору исторических наук, формирование и развитие населенных пунктов зоны БАМа. Это основные положения его диссертации. Я думаю, что Николай Сергеевич сегодня очень коротко поделится, значит, основным содержанием своей работы. Ну и главное, один из тех, кто защитил в прошлом году свою диссертацию. Спасибо, коллеги. Уважаемый Молдар Валерьевич,
Владимирович, уважаемые преподаватели, студенты, разрешите поздравить вас с Днем российской науки. 8 лет я работал в научно-исследовательской части, мы каждый год организовывали это мероприятие, и защитившиеся стояли за этой трибуной. Я сидел в зале и думал, что такого момента для меня точно не настанет. Но вот он настал, поэтому благодарю весь коллектив родного университета, моих учителей, преподавателей, наставников за помощь, поддержку и большую школу. Разрешите представить вашему вниманию основные тезисы доклада. Я его несколько названий скорректировал, расширил, чтобы сейчас будет понятно почему. Так. В истории России фактор пространства всегда играл и продолжает играть определяющую роль, наверное, как ни в одной другой стране мира. Все инициативы по хозяйственному освоению территории всегда сталкивались с проблемой развития транспортных коммуникаций. Необходимость преодоления огромных пространств играла роль своеобразного вызова, порождавшего ответные волны модернизации в процессе становления индустриального общества. И эти процессы мы наблюдаем и в эпоху промышленного переворота, когда европейскую часть России охватил бум железнодорожного строительства, и в начале 20 века, когда была построена Великая Сибирская магистраль Транссиб, что обеспечило создание новых экономических центров в регионах Сибири и Дальнего Востока. Ну и, наконец, советский период, это и период сталинской модернизации строительства Туксиба и начало БАМа, и период поздней социалистической модернизации, всесоюзная ударная комсомольская стройка БАМ. Сегодня мы также находимся на этапе, который ряд экономистов и обществоведов характеризует как реиндустриализация, и очередная волна модернизационная опять же сопровождается новыми проектами в транспортном освоении. Это и просмотр Восточный, и Сахалин-1, и, конечно, БАМ-2. Ну, актуальность обращения к истории БАМа в современных экономических и геополитических условиях, она не подлежит сомнению. Наблюдаемый в последние годы поворот России на восток, осознание необходимости развития восточных регионов страны, изменения в международной обстановке текущей, они, конечно, приводят к осознанию необходимости ряда инициатив по созданию крупных инфраструктурных проектов, по преобразованию имеющихся инфраструктурных проектов. Говорят последние программы и действия нашего правительства. В частности, программа «Восточный полигон», которая включает модернизацию БАМа и Транссиба. Вообще, впервые данный маршрут, по которому сегодня пролегает Байкало-Амурская магистраль, он был найден стихийно в ходе продвижения сибирских первопроходцев в 17 веке, которые стремились избежать столкновений с Цинским Китаем и огибали Байкал с севера. В той же логике с севера на юг располагались остроги, первые остроги в Забайкалье. Затем в последней трети 19 века, когда речь шла о выборе маршрута для Транссиба, одним из вариантов был маршрут северный, то есть, в общем-то, повторяющий сегодняшний БАМ. И в целях изучения условий в 1889 году была организована экспедиция под руководством полковника Генштаба Николая Волошинова. Она признала данные территории невозможными для строительства для реализации такого масштабного проекта. И строительство БАМа было отложено до советского периода. В 1924 году был утвержден перспективный план развития железных дорог СССР, и впервые на этом плане были обозначены контуры будущей магистрали. В 1930 году появилось само название Байкало-Амурская магистраль, до этого такого термина мы не встречаем, Северный путь, Великий Северный путь и так далее. А в 1932 вышло первое постановление 13 апреля ЦК ВКПБ и Совет народных комиссаров СССР, которое, в общем, всего было 5 постановлений по строительству БАМа. Первое сталинское постановление, которое предполагало построить эту дорогу за 3 года. Однако сталинское руководство и страна вообще в это время вела очень большое количество строек. Первые пятилетки столкнулась с недостатком
ресурсов. Очень быстро стало понятно, что построить дорогу в обозначенные сроки не получается. И выход был найден в передаче данной стройки в ведение УГПУ. В марте, в августе 1932 года Максим Горький в статье о воспитании правды, посвященной окончанию строительства Беломорского канала, сказал, что неплохо было бы использовать труд заключенных и на строительстве БАМа. А после этого в октябре было принято уже постановление, начальник строительства Беломорского канала был переведен на строительство БАМа, был образован БАМЛАК. За годы строительства БАМов с 32 по 41 были построены 3 меридиональных линии. Это линии от Транссиба к будущим железнодорожным узлам БАМа. Это Бамовская, Тында, Волочаевка, Комсомольская на Амуре и Известковый Лургал. Но и к 1945 году планировалось от каждой из этих линий, ведя строительство в двух направлениях, таким образом 6 участков, планировалось завершить стройку. Однако эти планы смешала война, и уже в 1942 году рельсы из-под Тынды были сняты и переброшены для создания рокадной дороги под Сталинградом. В результате строительство возобновилось силами заключенных в 40-х, начале 50-х годов. В этот период были сданы участки Тайшет-Братск в 1947 году, затем Братск-Усть-Кут. В 50-м году поезд пришел от Тайшет до Усть-Кута уже, мог передвигаться поезд, а в 51-м повторно были уложены рельсы на участке Известковая-Лургал. И, собственно, после этого смерть Сталина, о вами забыли. Да, вот надо было с картой поработать, я к ней вернусь чуть позже. И в следующий раз слово БАМ всплывает в 1974 году, 15 марта, на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 20-летию освоения целины, Леонид Брежнев сообщает о том, что будет реализован такой крупный проект. После этого в апреле, в конце апреля проходит съезд, 17-й съезд ВЛКСМ. На этом съезде бригадир бригады Герой соцтруда Виктор Лакомов, бригады Ангарстроя выступил с инициативой и отправить его бригаду на строительство БАМа. И после этого был сформирован отряд из 600 комсомольцев, которые торжественно прямо со съезда отправились на вокзал, их торжественно провожали. Все это было тщательно и широко освещено в СМИ. После этого, в общем-то, символическое начало строительства БАМа было дано. Ну а 8 июля было принято постановление уже вслед за этими акциями. Постановление о строительстве БАМа, второе в истории БАМа и первое в истории Брежневского БАМа, в истории комсомольской стройки. БАМ был объявлен ударной комсомольской стройкой. Строительство должно было вестись с двух сторон, с запада и с востока. С запада методом комсомольской стройки, с востока в строительстве участвовали железнодорожные войска. Труд заключенных на данном этапе не применялся. И с этого времени речь идет уже о том БАМе, о котором мы все привыкли слышать и говорить. Что интересно, БАМ не был, такой крупный инфраструктурный проект не был заложен в пятилетнем плане. В плане 9-й пятилетки он отсутствовал. Собственно, о подготовительных работах тоже мало кто знал, поэтому данная новость, она породила множество слухов, мнений, версий о том, зачем же БАМ начали строить и почему брежневское правительство вдруг так внезапно этот проект на повестку выдвинуло. Ну и сегодня данный вопрос остается открытым, существует множество версий. Вот некоторые из них я здесь сгруппировал в данных тезисах. Значит, первая — это транзитная версия. Речь идет о том, что в этот период, на этот период приходится пик добычи нефти в Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе и пик цен на нефть, благоприятная конъюнктура цен на нефть.
И БАМ Транссиб с экспортом углеводородов, с транзитом углеводородов не справляется. Поэтому БАМ выполняет исключительно такую транзитную функцию. Кроме того, он не только позволяет разгрузить транзит, но и сократить на 500 километров сам путь доставки, то есть ускорить. В пользу этой версии есть свидетельства, но их немного, в частности, вот то постановление о строительстве БАМа, которое не публиковалось, а было под грифом секретно, вышло только для служебного пользования, в нем как раз и приводятся такие объемы, что ежегодно 35 миллионов тонн углеводородов должно экспортироваться по БАМу к Тихоокеанским портам. Следующая концепция, вот она как раз нашла довольно широкую поддержку и в СМИ, и в массах. Это необходимость освоения природных ресурсов и введения в хозяйственный оборот новых территорий. Экономисты и обществоведы говорили, что в этот период истощился южный индустриальный пояс и назревала объективная необходимость в освоении новых территорий, в привлечении к хозяйству новых недр, новых сырьевых источников, новых лесных массивов и так далее. И, как показывали геологические исследования, проводимые с 60-х годов, особенно активно, там на БАМе, в общем-то, присутствуют вдоль БАМа элементы всей таблицы Менделеева, поэтому ценность этой территории и дорога в этом аспекте, конечно, очень высокую представляла. Еще одна концепция связана с геополитическим фактором. Это период, конец 60-х годов, напряжение отношений с Китаем, конфликт на острове Даманском. Все это приводит к осознанию необходимости строительства или второго пути, который бы связывал центральные районы с Дальним Востоком. Но эту версию очень сложно и опровергнуть, и подтвердить. Сегодня многие специалисты говорят, что при желании Китай и тогда мог бы достать БАМ своими ракетами, и кроме того, БАМ строился в основном своем исполнении на основном протяжении в однопутном варианте, там множество тоннелей, мостов через все сибирские реки, поэтому достаточно он уязвим в этом отношении и вряд ли мог выполнять именно такую функцию, как первоочередную. И, конечно, политико-идеологические факторы сооружения магистрали, это ревитализация советской идеологии, как тут указана метафора одного из исследователей, средства от застоя, БАМ как средство от застоя, то есть советские люди в 70-е годы устают от такой отравленной формализмом, образием советской действительности, несколько пошатнулись или ослабли вера в советские идеалы, и БАМ является таким вот символом, путем к коммунизму, дорогой в будущее, которая позволяет как бы обновить систему, усилить идеологию, освежить какие-то стимулы. И в этом смысле на БАМ тоже возлагались определенные надежды. Наконец, есть мнение, что Брежнев страдал долгое время от того, что вот у него не было своего такого громкого проекта, как у Сталина, у Хрущева, и нуждался в своем масштабном действии, и поэтому не случайно именно в 20-летии празднования Целины был объявлен проект БАМ как бы такой антипод хрущевским преобразованиям. Ну, как говорится, можно, конечно, каждую из этих версий подвергнуть и критике и найти какие-то аргументы в поддержку. Наверное, ну, на мой взгляд, сама логика развития российской цивилизации, она именно в том, чтобы осваивать новые территории, освоение территорий. Поэтому строительство БАМа – это такой закономерный этап, и мы видим, что на протяжении всех периодов истории, разных периодов истории, к этому проекту наше руководство и наше общество, государство возвращаются.
И еще один вопрос, который вызвал очень много споров, зачем люди поехали на банк, почему советские граждане так активно, широко, массово поддержали эту инициативу. Казалось бы, вопрос такой из уровня повседневных, но на самом деле он выводит на очень важные выводы, поскольку если мы говорим, что советские граждане руководствовались патриотическими мотивами, то это свидетельствует об определенном потенциале советской системы и руководства, и идеологии. И в этом смысле ответ на этот вопрос, он может и объяснять нам какие-то спорные места при изучении периода перестройки и распада Советского Союза. Ну вот опросы, которые проводились в Советском Союзе, они практически сплошь показывали единодушную картину, там 70, 60, 70, 80% ехали по патриотическим мотивам. Западные ученые относились к этому скептично. А вот единственный опрос советский, проведенный научно-исследовательским центром Высшей школы, Комсомольской школы в 1981 году, свидетельствует о такой картине. Данные хранятся в РГАСПе, они как-то вот в публичных текстах нигде не учитывались. Ну, конечно, тут можно подходить по-разному и к качествам, и к методике опроса, и к каким-то вопросам, связанным с советским воспитанием, когда считалось, и до сих пор многие бамовцы в своих рассказах, воспоминаниях, как они стесняются говорить о материальных каких-то мотивах, потому что это просто не вписывалось в советскую идеологию, картину мира. Но тем не менее, очевидно, при выстраивании мотивационной структуры приезжавших нужно учитывать возрастные поколенческие различия и учитывать время, когда пребывали строители на банк, потому что там совершенно четко выделяется по моим данным период комсомольских идеалистов, которые приезжали исключительно с романтическими побуждениями, и период таких вот меркантильных дельцов, это ближе все-таки к середине 80-х годов, когда уже был отлажен весь механизм и более-менее благоприятные условия проживания были созданы. И в этот период в большей степени присутствовали как раз интересы материального плана в том числе. И таким образом, вот с этими вопросами мы обратились к истории БАМа, к материалам БАМа. С этими не только. В проекте было поставлено несколько задач. В общем-то, на основе привлечения достаточно широкой источниковой базы, включавшей центральные, региональные, муниципальные архивы, музеи и собственные устные источники, то есть источники, собранные по воспоминаниям строителей и проживавших в зоне БАМа, вот удалось сделать, провести следующие проекты. Два из них было поддержано МФИ, последний был с итоговым изданием монографическим. Были привлечены определенные площадки научно-популярные. Это сайт, это радио «Арзамас», там цикл передач «Открывая Россию», и канал «Редакция» 2 года назад, когда он еще не был иностранным агентом, поэтому можно было, значит, фильм о народ БАМа, как сегодня живет великая комсомольская стройка. Ну и переходя к выводам, собственно, что... Время еще есть? Время кончилось. Тогда выводы... Да, выводы оставлю на вопросы. Тут еще на самом деле действительно много. В целом, по БАМу написано столько работ, что один публикант
публицист сказал, можно ими выложить весь БАМ, всю трассу от станции Лена до Комсомольска на Амуре, туда и обратно. Но тем не менее, вот по именно истории населенных пунктов БАМ, городов, поселков БАМ, таких работ очень мало и очень сложно их найти. Реконструированный обобщенный опыт исторический опыт показал, что образование населенных пунктов БАМа протекало в сложных условиях района нового хозяйственного строения, было подчинено целям и задачам транспортного строительства, осуществлялось форсированными темпами в предельно сжатые для градообразования сроки. Большинство населенных пунктов без тщательной научно-искательной и проектной разработки возникали, стихийно диктовались именно нужные сроки их размещения. Ну и в результате социокультурное пространство таких прекрасных поселений представляло симбиотическое сочетание временных, полувременных и постоянных сегментов со слабо дифференцированными границами между ними. Об этом как раз вот фотографии, которые были выше. Тем не менее, этот опыт показал, что с одной стороны он выступает основным ресурсом, поддерживающим жизнедеятельность рассматриваемых поселений в современных условиях, а в других сохранение и консервация коллективной памяти о БАМе, она может препятствовать, осложнять процессы диверсификации монопоселений городов БАМа на современном этапе, но это требует дополнительных, этот кризис требует дополнительных изысканий, дополнительной разработки. Спасибо. Я думаю, что вопросы в формате пленарной конференции не будут смотрены, поэтому вы можете задать в кулуарах. Но действительно, конечно же, Николай Сергеевич защитил диссертацию после 15 с лишним лет, можно сказать, значит, упорного труда над докторской диссертацией. И действительно ему есть о чем говорить. Сейчас мы хотим предоставить слово докторанту Бурятского государственного университета, старшему научному сотруднику лаборатории физики плазмы, кандидату технических наук Антону Сергеевичу Кондратенко с докладом «Электроплазменные технологии переработки природного и техногенного сырья Республики Бурятия для получения минераловатных теплоизоляционных материалов». Антон Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, разрешите поздравить вас с Днем российской науки, пожелать всем крепкого здоровья, творческого оптимизма, ну и хороших, добрых учеников. Хочу несколько слов буквально о электроплазменной технологии сказать. Мы на протяжении вот уже 10 лет ведем эту работу с нашим научным руководителем Гуритуевым Сергеем Луцановичем. Достигнуты определенные успехи на этом направлении. Значит, ну и кратко, очень кратко, актуальность работы. Значит, теплоизоляционные материалы волокнистой структуры, все вы знаете, это минеральная вата. Это минеральная вата. Шлаковая, базальтовая. Вот. На протяжении уже многих лет она применяется. Ну и актуальность ее в чем? Ну, в ней как в песне. В холод она согревает, а в жару она дает прохладу. Вот. Назначение теплоизоляционного материала волокнистой структуры. Значит, задерживать тепло, получается, обладать наименьшей теплопроводностью. Вот. Ну и для получения теплоизоляционных материалов мы выбираем местное сырье. Почему выбрано местное сырье? Есть такая пословица, народная пословица. Там вдали телушка может быть и полушка, а вот город перевоз. Поэтому местное сырье обладает такими же особенностями, всеми теми же характеристиками. Ну и кроме того, имеется техногенное сырье в виде золошлаковых отходов. Золошлаковые отходы они будут образовываться. Почему? Потому что для выработки топлива для выработки тепла используется топливо, твердое топливо. При сгорании это топливо будет выделять золу, которая складируется в виде золоотвалов. Вот.
чтобы не допускать этого, чтобы сокращать выбросы этой золы, нами предложена методика ее переработки. Значит, здесь особенности содержания, значит, работы были использованы базальты, местные базальты Селендумского месторождения и золы от сжигания опино-ключевского угля на Гусиноозерской ГРЭС. Значит, здесь показаны классы крупности, значит, выходы. Значит, в основном базальты используются в виде крошки, так же, как и золошлак, гранулированный золошлак. На данном слайде показаны составы. Значит, по минералогическому составу базальт представлен в основном диатлазом, оливином, гематитом и кварцем. Состав золошлака, минералогический состав, в основном подавляющая фаза это мулит, в основном 4 фазы мулит, кварц, гематит и кристоболит. По модулю кислотности базальт идеально подходит для плавки, то есть его масса она будет легко плавиться. Золошлак подшептовывается, либо плавится нацело, без добавок. Значит, и показано, что наш селендумский базальт, он не отличается от берестовецкого, от марнеульского базальта. Марнеульский базальт это базальт, грузинский базальт, берестовецкий, значит, и судонтуйский это базальты Одинского автономного округа. Значит, на данном слайде показан продольный поперечный разрез электромагнитного реактора для плавления. Значит, был представлен такой вот реактор, значит, трехфазный реактор, промышленный реактор, который позволяет промышленное трехфазное напряжение преобразовывать для выплавки данного сырья, для создания получения расплава. Значит, на данном слайде показана технология, значит, показан реактор в сборе, показаны моменты плавления, показана камера волокнообразования, то есть установлены волки, установлен вытяжной вентилятор. Когда расплав сливается, он попадает в эти волки, значит, раскручивается этими волками, раздувается вентилятором, образуется так называемый минераловатный ковер. В дальнейшем минераловатный ковер идет на прошивочный механизм для получения полужестких минераловатных изделий, полужестких плит. Значит, тут на данном слайде рассказывается технология плавления, как идет это плавление, сколько по времени идет, какие выходные параметры этой плавки. Значит, а на данном слайде показан принцип работы и схема работы по получению волокнистых материалов. Значит, самое основное, значит, это что? Питатель, поставщик сырья, далее, собственно, сам реактор для плавления, раздувочная камера, и готовый теплоизоляционный материал. Значит, полученные минераловатные материалы исследовались, значит, на коэффициент теплопроводности. Значит, полученное тонкое волокно, оно и из золошлака, и из базальта, и волокно с подшифтовкой, они отличаются по теплопроводности, то есть имеют низкую теплопроводность. Значит, далее, значит, зависимость теплопроводности от температуры была исследована. Вообще материал не горючий, материал термостойкий материал. Обладает рядом таких уникальных характеристик, значит, низкая значит, теплопроводность, шумопроводность, и зависимость усадки от температуры. То есть базальтовое волокно, так как и базальтовое, вообще минеральное волокно, оно обладает низкой усадкой, то есть противостоит пламени, противостоит в течение определенного времени, долгого времени, то есть не разрушается. Этим дается возможность, допустим, минимизировать
затраты при пожаре, например, когда мы устанавливали теплоизоляцию именно минераловатную, в отличие от органической, минимизировать затраты при, например, возгорании. То есть волокно не будет проводить активное пламя и будет, наоборот, противостоять в течение какого-то времени. Будет противостоять. Вот на таблице показано. Значит, далее, физико-химические характеристики и прочностные характеристики. Волокно на самом деле оно очень прочное. Оно во много раз превосходит по прочности сталь. Если бы у нас была возможность получения непрерывного волокна, ну это ровинговая технология, вот, то можно было бы даже получать и такие маты, не маты, а плести даже арматуру. Сейчас исследования во всем мире даже заменяют металлическую арматуру на данную арматуру, на волокнистую арматуру. Эта арматура, она в строительстве обладает рядом уникальных особенностей. Она не гниет, эта арматура прочнее, значит, соответственно, срок службы изделий, эксплуатации промышленных и гражданских зданий намного увеличивается. Вот. То есть не подвержена гниению, коррозии, вот, температурным каким-то колебаниям. Вот. В основном прочность она зависит от диаметра, размера волокна, поперечного размера. То есть чем тоньше волокно, тем больше у него и прочность. Но в основном тонкое волокно прочностью до более 1000-1200 мегапаскалей, а супертонкое до 2000 мегапаскалей. Вот. Здесь показаны зависимости линейных показателей волокон от температуры. Значит, химическая стойкость волокон. Ну, химическая стойкость волокон, она показана от вымывания. Ну, то есть вымывание практически на волокна не действует. То есть потеря массы при вымывании, при взаимодействии с водой, нагретой до почти до парообразного состояния, невысокая. Например, в концентрированной соляной кислоте и соляной кислоте и калий OH в щелочах потеря массы, например, золошлака и базальта без подшифтовки, они невысокие потери. То есть данное волокно может еще и применяться в агрессивных средах какое-то время. То есть в отличие от, например, от железа, там, например, которое просто быстро корродирует. Вот. На данном слайде показана технологическая линия по производству минераловатных теплоизоляционных материалов с помощью электромагнитного реактора. Значит, ну здесь мы добавляем, что у нас ставится матопрошивочный механизм. И получается уже готовое изделие теплоизоляционное в виде матов, которые можно уже применять для теплоизоляции перегородок, например, там, жилых зданий и так далее. Вот. Ну и далее, этапы получения теплоизоляционных материалов. Ну, я этапы получения теплоизоляционных материалов хотел бы показать вам на наглядных пособиях. Я вот тут взял наглядные пособия, значит, что у нас имеется. Вот у нас имеется базальт, вот эта крошка базальтовая, представляет собой природный материал, горную породу, которую, получается, дробят и превращают в щебень. И золошлак, который получается жидким шлакоудалением, путем жидкого шлакоудаления с теплогенерирующей электростанции. Значит, попадает в шлакоотвал. Вот. В дальнейшем эти материалы плавятся в электромагнитном реакторе до образования вот такого вот расплава. То есть это алюмосиликатный твердый расплав получается. В момент, когда он жидкий, этот расплав, через волковый механизм раздувается и получается данное волокно. Минераловатный ковер, так называемый. Вот. Расплав золошлака также, кроме этого, выделяет еще металл. В этом расплаве еще выделяется металл, что позволяет получить более чистый расплав.
То есть металл уйдет, а расплав мы сольем. И расплав будет обладать более низкой теплопроводностью. Ну и, соответственно, большим сроком, большим эксплуатационным ресурсом. Ну не будет металла, не будет зон кристаллизации и так далее. То есть волокно не разрушится в течение долгого времени. Ну и последнее, литье, каменное литье. О каменном литье сейчас очень много говорят. Это очень большая технологическая проблема получения каменного литья. Каменное литье, оно практически, по долговечности, как сказать, намного превосходит все известные материалы каменное литье. Вот. Каменное литье обладает уникальностью эксплуатационных характеристик. Можно, допустим, всякие разные агрессивные вещи через него пропускать. То есть абразивному износу не подвержено каменное литье, потому что имеет само по себе большую твердость, вот, большую стойкость к химическим разным реагентам. Вот. Поэтому, получение, конечно, это большая, очень трудная задача. Ну и металлы. Последнее, я хотел показать, металлы, это практически чугуны, получаются чугуны с содержанием в себе и кремния, и титана, и хрома, и марганца, и редких металлов. То есть все, что было в золошлаке, попадает вот в этот компактный металл и освобождает расплав, делает его более чистым для получения алюмосиликатного ковра, минераловатного ковра, в котором будут только стеклообразная фаза, которая очень плохо проводит тепло. Соответственно, шум, тепло, то есть изолирует от агрессивных внешних воздействий, низкой температуры зимой или жары, например, летом. Вот. Далее. Да, я заканчиваю. Направление использования золошлаков на самом деле это и литье, это и бетон, это и расплавы, волокно, ну и так далее. Вот. Также использование минераловатных материалов может быть как армирующее покрытие в дорогах. Вот это новое направление. Получается асфальтобетон, который обладает стойкостью в зимний период, освобождает от гребенки в летний период. Вот. Эксплуатация асфальта, она увеличивается. Вот. Эксплуатационный ресурс асфальта увеличивается. Значит, спасибо за внимание. Ну и